Именно в этом городе сосредоточены все лучшие качества современных номадов, унаследованные ими от предков-кочевников. Небывалое радушие, гостеприимство через край, восточный колорит и философское восприятие жизни. Привет всем! Это Travel & Comfort с Мади и Фазл, и мы в солнечном Шымкенте, в самом крупном по занимаемой площади городе Казахстана. В этом солнечном мегаполисе всего в достатке – улыбок, позитива, впечатлений. К тому же Шымкент – один из самых колоритных и многонациональных городов страны. Люди здесь сами, как солнце, озарят светом, согреют теплом и поделятся особым южным менталитетом. Симбиоз консервативности и современности. Как и любой другой город, Шымкент растет и развивается, но традиции здесь чтят и соблюдают даже больше, чем где-либо. Многолюдный Шымкент – город эмоций и энергии. Повсюду в нем гудят большие базары и шумят оживленные трассы. Благодаря гостеприимному южному темпераменту, присущему любому шымкентцу, густонаселенность города не стала его недостатком, а только добавила теплых красок. А мы отправляемся в жемчужину этого города, в самый фешенебельный и люксовый пятизвездочный отель. Отель международной сети расположился в самом престижном районе Шымкента, вблизи от аэропорта и железнодорожной станции. Он поражает своим архитектурным замыслом и размерами. 12 этажей облицованы натуральным белым мрамором, который специально привезли из Италии и Турции. Прямо в центре холла расположился настоящий ботанический сад с экзотическими растениями. Здесь посетители отеля смогут отдохнуть от городской суеты на мягких, удобных диванах с чашкой горячего кофе, который готовят в лобби. Огромное помещение холла венчает прозрачный потолок. На протяжении 7 лет со дня открытия отель продолжает держать марку лучшего в индустрии гостеприимства. В чем ваше отличие от других отелей турецкой сети? Ваша фишка? Мы позиционируем себя как отели высокого класса, поэтому не имеет значения, в какой стране мы находимся. Отели нашей сети должны предоставлять одинаковый сервис, качество и соответствовать ожиданиям наших гостей. Однако стоит отметить, что мы не курортный отель, а отель с деловым и бизнес-направлением. Кто он, ваш гость? Наши клиенты в первую очередь жители нашей страны, нашего города, а также туристы из-за рубежа. Категории наших гостей самые разные, от отдыхающих до деловых путешественников. Мы можем организовать туры, экскурсии, а также помочь гостям в деловых поездках. За годы работы мы встречали гостей из самых разных стран. Большинство наших постояльцев приезжают в город в рамках бизнес-встреч, поскольку Шымкент известен как город с благоприятной экономической и деловой средой. Поэтому цель визита у большей части наших гостей деловая. Радует, что увеличилось количество туристов из Германии, Турции, Китая и Индии. Этому, безусловно, способствовал безвизовый режим въезда для граждан этих стран. Стоит отметить, что при всей роскоши и богатстве отделки отель не выглядит претенциозным. К услугам гостей предоставлены 177 просторных номеров, декорированных в классическом стиле с использованием новейших технологий.
Каждый номер как произведение искусства и поражает не только красотой, но и масштабами. Площадь апартаментов от 35 до 450 квадратных метров. Причем площади королевского и президентского номеров больше, чем в других отелях этого бренда в Казахстане. Я в полном восторге от отеля. Он поражает своими масштабами и роскошью. Давайте осмотрим нашу комнату. Этот роскошный номер вполне тянет название отдельного замка, где может поселиться вся королевская семья. 450 квадратных метров роскоши. В номере есть 3 королевские спальни, огромная частная терраса, офис и, конечно, джакузи. Туалетные принадлежности класса люкс, вместительная гардеробная, элитное постельное белье, бесплатная газета на выбор – это далеко не полный список того, чем может порадовать постояльца люксовый номер в жемчужине Шымкента. У кого из нас не было мечты хотя бы на денек окунуться в мир роскоши, богатства и эксклюзивного обслуживания? Самый простой способ ощутить себя VIP-персоной – это поселиться хотя бы на одну ночь в этом отеле Шымкента. Понежиться в ванной с бокалом безалкогольного коктейля. На первом этаже отеля находятся бутики самых различных мировых брендов. Для деловых встреч высокого уровня есть конференц-залы общей площадью 1100 квадратных метров. Интерьер залов выполнен в классическом стиле. Каждое помещение оснащено самым современным аудиовизуальным оборудованием. К услугам гостей как роскошный банкетный зал для свадебных торжеств, модных показов, конференций и семинаров, так и более скромный для переговоров и встреч. Команда высокопрофессиональных поваров предлагает отведать изысканные блюда разных кухонь мира. Сегодня в меню у нас национальная кухня. Удобная опция выбрать то, что тебе по душе. Это блюдо называется куэрдак, основной ингредиент которого – мясо. Много мяса. К слову, в этом отеле 2 ресторана высокой кухни. Итальянский ресторан, к примеру, удостоен звезды Мишлен. Во втором можно насладиться невероятными вкусами Паназии. Нам удалось побеседовать с именитым шеф-поваром заведения Томасом Мюллером, выпускником Международной академии гастрономии. Томас родом из Цюриха, в Казахстане живет более 8 лет. В чем, по-вашему, заключается секрет приготовления блюд? Из личного опыта. Для меня кухня – это приготовление блюд от души. Если вы любите то, что вы делаете, это будет видно на тарелке. Судя по вашему богатому бэкграунду, вы работаете во многих странах. Адаптировали ли вы свои фирменные рецепты для казахстанских гурманов? Да, мне пришлось адаптировать свои рецепты под реалии местной кухни и предпочтения. В частности, это касалось карпаччо. Это блюдо из сырого мяса. Парадокс. В Казахстане любят суши из лосося, но при этом не едят карпаччо из сырой рыбы. Хотя, по сути, это одно и то же. Многие рецепты пришлось адаптировать с учетом того, что вино предпочтительнее безалкогольное, а свинина не используется и вовсе. Но такая адаптация происходит в каждой стране. Любите ли вы казахскую кухню? Я ее люблю, и у меня нет выбора. Моя супруга казашка. Спасибо большое. Я не упустил возможности продегустировать творение звездного шеф-повара. Восхитительно!
Кроме посещения гастрономических мест с ярким авторским стилем, у гостей отеля будет возможность не менее насыщенно и плодотворно провести свой досуг. Спа и фитнес-центры, финская сауна, турецкий хамам, купели-бассейн – в общем, скучать вам точно не придется. В конце тяжелого дня очень важно расслабиться. И где это сделать, если не здесь? Можно мне карту, пожалуйста? Спасибо. Для полного релакса в этом комплексе есть все. Бассейн, турецкий хамам, сауна и даже стены из золота. Роскошный спа. Роскошный отель. Секрет пользы турецкой бани заключается в особом микроклимате, который создается в парной. Поскольку в хамаме поддерживается высокая влажность, температура ощущается куда сильнее, чем в сухом помещении. Таким образом, создаются особые условия, которые благотворно влияют на человека. А каменные лежаки помогают постепенно расслабиться, полностью абстрагироваться от внешнего мира. Мы сейчас в хамаме, и здесь очень много людей. Все они расслабляются вдали от суеты и забот. Давайте не будем их беспокоить. Хамам – настоящий кладезь пользы. Однозначно после него мое настроение улучшилось, а энергия бьет через край. Визит в восточную сауну удался. Шымкент – город с богатой историей и прошлым, но с не менее богатым настоящим. Здесь всегда есть куда сходить и на что посмотреть. И мы направляемся в одну из главных достопримечательностей города – Дендропарк. Дендропарк почти как ботанический сад, но с превалирующей парковой составляющей. Он был открыт в 1979 году. На его территории находится более 600 видов травянистых растений. Есть и редкие виды деревьев, например, тюльпанное дерево, в единственном экземпляре. Его родина – Северная Америка. Его цветы похожи на тюльпаны, и это дерево считается одним из самых красиво цветущих растений на Земле. На этой аллее почета деревья сажали самые известные казахстанцы и именитые гости города Шымкент. Минимум в парк приходит по 1000 человек в день. Спортсмены, ветераны, старшее поколение уже бегают тут с 5 утра, потому что воздух здесь свежий. И когда в городе плюс 50, в парке хоть немного, но прохладнее, потому что тут другая атмосфера, свой микроклимат. В целом, с позиции пофотографировать и выложить в соцсети парк примечателен несколькими объектами. В первую очередь, это озеро с лебедями и утками. Дендропарк – это излюбленное место не только гостей и жителей мегаполиса, но и инфлюенсеров. Мы случайно встретили одного из самых известных блогеров Шымкента. Признаюсь, что я в Дендропарке впервые, и я в восторге от него. А вы часто здесь бываете? Я просто обожаю свой город и горжусь, что я жительница Шымкента. К Дендропарку любовь особенная. Мне нравится проводить время на свежем воздухе с семьей, потому что здесь действительно невероятная атмосфера. Это очень тихое и завораживающее место. Особо притягательно для нас озеро. Дети любят здесь кормить уточек и рыбачить. Само озеро, находящееся в центре парка, невероятно живописно. Желающие могут прокатиться на катамаранах. Я не мог не пройтись по знаменитому мосту через озеро. Видите, здесь гости и жители города оставляют замки. В этот ритуал каждый может вложить какой угодно символ. Я тоже повесил замок с надписью нашей программы и пожеланием Шымкенту всего наилучшего.
Южный город по праву можно назвать своеобразным travel-ньюсмейкером. Еще одна причина в пользу поездки в третий мегаполис страны – это уникальная туристская локация прямо в историческом ядре миллионника – древнее городище Шымкент. Древнейшее городище с цитаделью в центре считают исторической колыбелью и прародителем Шымкента. Ценнейший археологический объект страны, внесенный в государственный список памятников истории и культуры, свидетельствует, что южному городу не менее 2200 лет. Количество культурных напластований на городище составило в общей сложности 14 метров. В самом нижнем слое археологи обнаружили фрагменты керамики конца III века нашей эры и остатки построек эпохи караханидов. В начале XIX века древние жители городища называли это место «Старый город». С Шахристаном и многочисленными рабадами он простирался на несколько километров. Хотя это место очень древнее, но по масштабам и мастерству строения видно, что у людей, живших в те времена, был очень тонкий вкус. Создатели комплекса постарались воплотить исторический дизайн и архитектуру цитадели. Как археологический объект, городище представляет собой подлинник. Немаловажную роль играет развитая инфраструктура. Что делается в этом направлении? В районе расположения цитадели строится автомагистраль Ташкент-Шымкент, чтобы создать удобные условия для комфортного прибытия туристов. У путешественников будет возможность не только посетить Шымкент, но и отправиться через наш город в другие туристические места. Разработаны специальные маршруты. Эти туры называются турами Великого Шелкового пути. Расскажите, чем сегодня привлекает туристов Шымкент? Шымкент – уникальный город с высоким туристическим потенциалом, 2200-летней историей, сохранивший свое историческое ядро, играющий большую роль в современном Казахстане и Центральной Азии. Ни для кого не секрет, что Шымкент еще и один из самых гостеприимных городов страны. Мегаполис богат великолепными историко-культурными объектами. Туристов привлекает и то, что в городе 300 из 365 дней солнечные. А еще в этом городе очень хорошо развит гастрономический туризм. Отдохнуть здесь можно лучше, чем за границей, и в разы дешевле, но в разы душевней. И еще один весомый плюс – этот город очень удобен с точки зрения транспорта и перемещения. Если обратиться к статистике, то за полгода цитадель посетила 40 тысяч человек, что ровно в 2 раза больше прежних цифр. Из иностранных гостей в основном это туристы из России, Узбекистана и Турции. Тем не менее, экскурсии в месте раскопок доступны на 4 языках – казахском, русском, английском и китайском. Гостей в первую очередь привлекает оригинальная планировка различных построек древнего городища. Взгляните, в одном из жилищ видны кирпичи суфы и тандыр. Суфа – это выступ, сложенный из кирпичей, который служил в качестве современного дивана. К нему подавалось тепло от тандыра, который расположен в нижней части, через трубу. Это давало эффект своеобразного теплого пола. Городище Шымкент является основной частью древнего сайрамского оазиса. Поэтому сегодня на территории цитадели можно увидеть испиджаб-сайрамские артефакты. По словам археологов, история Сайрама и Шымкента должна восприниматься только в одной связке, тем более что сейчас это единый город. Если с IX до XIX века главенствующим городом был Сайрам, то до IX века эта роль принадлежала Шымкенту, или, как его тогда называли, Нуджикенту. Китайский путешественник монах Чуан Цзян во время своего путешествия в Индию назвал здешние места Нуджикент. То есть в 629 году древнее городище Шымкент описывали именно так. О том, что город всегда был в центре торговых интересов,
свидетельствуют и найденные во время археологических раскопок внушительная коллекция керамики, датируемая 15-19 веками, ювелирные украшения и древние монеты. Вокруг юго-восточного жилого квартала видна реновация в виде караван-сарая, чтобы показать место, где когда-то останавливались купцы и торговцы. Шымкент находился на Великом Шелковом пути, на что указывает и композиция «Караван верблюдов». Город двух цивилизаций. Пару тысяч лет назад здесь столкнулись культуры степных номадов и оседлых жителей Востока. Кочевники останавливались здесь на зиму, выбирая солнечное место на подъеме с родниковой водой в шаговой доступности. Здесь же проходила торговля и взаимообмен между кочевниками и оседлым населением. Guys, just take a look on the table. It looks so national, traditional, and people used to serve food here. As you can see, the copies of bağırsak, the traditional bread, I'd say, and of course the cups. Мы сейчас находимся в очень необычном месте. Расскажите подробнее. А что это за сундук позади вас? Это, можно сказать, символ высокого мастерства кузнецов того времени. Изготовлен он из чистого дерева с резными узорами. Он предназначался для хранения приданого девочки, которая впоследствии забирала его в дом мужа. Здесь расположена кровать с обоими концами вверх. Это сделано было для лучшего кровообращения. С левой стороны ковер из Узбекистана. Здесь на почетном видном месте камча и шкура лисы. Камча символизировала силу духа, стойкость и уважение. Она оберегала шанырак от злых духов. С этой же целью казахский народ вешал шкуры волков и лисиц. В средние века кубыс и домбра были одними из наиболее подходящих инструментов для выражения таких эмоций, как радость и печаль. Если мы посмотрим на нижнюю часть, то здесь у нас сооружен небольшой топчан с отверстием. Это своеобразный очаг. Он нагревал жилище и давал тепло. Посетив музей, можно условно отправиться в путешествие вглубь веков. В залах музея представлены артефакты, датируемые с 1 по 19 века. Символично, что именно здесь, в новом месте притяжения туристов со всего мира, мы встретили путешественника из Индии. К слову, господин Хариш Кумар не просто иностранный гость в нашей стране. Он приехал к нам для развития Казахша Курес. Удивительно, не правда ли? Я же правильно все понял. Вы приехали к нам в страну для развития казахской национальной борьбы. Да, верно. В нашей стране это называется кушти, а вы называете это курес. Оба вида спорта одинаковы, даже формы схожи. Индийская борьба и казахша курес похожи? Одинаковы? Замечательно. Сколько времени вы уже здесь находитесь? Каковы ваши первые впечатления? Впечатления самые лучшие. Люди очень отзывчивые. Впервые мы посетили Туркестан и Шымкент так досконально. Прежде, когда мы приезжали на соревнования в Шымкент, у нас было очень мало времени на посещение города. Сегодня у нас появилось время посмотреть достопримечательности. Нам сказали, мы покажем вам крепость, и мы приехали сюда. Люди здесь действительно отзывчивые, и атмосфера здесь очень хорошая. Спасибо большое! Интересно, что символом города и его туристическим логотипом выбран тюльпан. Считается, что именно из этой части Центральной Азии тюльпаны были завезены в Европу. Цветок – символ предприимчивости, а это качество характерно для шымкентцев. Вот и закончилось мое увлекательное путешествие по многоликому Шымкенту. Что я могу сказать о нем? Сердце юга – удивительный древний город. Приехав сюда, вы поймете, что это настоящий оазис. Добро пожаловать в Казахстан! До встречи в Шымкенте!
açılmagan aşığın Kaydan izleymen seni asılım Aşığım açılmagan aşığın Kaydan izleymen seni